Почему люди зачастую больше верят фейкам? Это одна из тем, которую обсуждают в эти дни в Уфе на гражданском форуме. Обсудим эту тему мы сегодня и в программе интервью. Здравствуйте, я представляю гостя в студии Александр Назаров, эксперт Центра политических компетенций Высшей школы экономики. Александр Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Рада приветствовать вас у нас сегодня в студии. Вы пришли к нам только что с гражданского форума. Наверняка есть уже представление, получили от мероприятия. Вот какие впечатления? Хорошая площадка. В одном месте собрались люди, которые, во-первых, занимаются общественным мнением через общественные организации, собрались журналисты, собрались те, кто так или иначе взаимодействует с обществом через медиа. Хороший повод выбрать общие рамки работы, наметить общий вектор и понять, какие проблемы сейчас есть. Площадка достаточно откровенная в разговорах, участники не стесняются высказывать свое мнение, не стесняются находить решения для проблем, делятся опытом позитивным либо негативным. Такие площадки сейчас крайне необходимы, поскольку, не выбрав сейчас общую рамку, мы упремся в пустоту, мы будем неуслышаны, а общество будет потеряно, потому что когда не слышат СМИ, не слышат медиа, не слышат органы власти, общество находится в одиночестве и само ищет ответы на вопросы, а какие оно ответы найдет. Но можно только себе представить, ведь мир информации, мир интернета, он безграничен и никем в большом смысле этого слова не ограничивается. И вот один из круглых столов, одна из секций, которая обсуждает, на мой взгляд, очень актуальная, очень важная, и вы только что о ней касательно тоже говорили, о том, что необходимо сформировать именно противодействие фейкам и ботам в информационном пространстве. Вот что скажете вы по этому вопросу? Ключевое – это почему мы верим фейкам. А верим фейкам мы по двум основным причинам. Первое – это страх оказаться в информационном неведении. Нам всегда важно знать, что происходит вокруг. Это касается абсолютно всех возрастов, и детей, и взрослых, и старшего поколения. А второе – это информационная алчность. Если посмотреть на статистику, которая никогда практически не врет, то у нас, допустим, средняя аудитория Телеграма в России 85 миллионов человек в месяц. Это колоссальная аудитория, это больше, чем половина страны. Так вот, из 85 миллионов в среднем каждый пользователь Телеграма проводит 40 минут в день за чтением телеграм-каналов. Мы получаем астрономические цифры, это больше, чем смотрение федеральных телеканалов для одного человека. Конечно, идет борьба за секунды внимания, и средний пост просматривает 3-5 секунд, но что в эти 3-5 секунд увидит человек, сформирует его мнение. Вот мы находимся в алчности информационной, мы всегда хотим знать все вперед и верим, чему бы ни случилось. А фейк существует и строится по принципу такому. Фейк – это же не чистая ложь. Чистая ложь – это сказка, и мы в нее на самом деле не верим. Фейк – это берется существующий информационный повод, к нему надстраивается такая надстройка, злым умыслом придуманная, которая делает информацию для аудитории, наверное, более интересной, потому что она приоткрывает грань. Вот случилось событие, а что же было за кадром того, что не увидел человек? Додумывание происходит. Только если мы додумываем сами, у себя в голове, обсуждаем в кругу семьи, с друзьями, близкими, то когда это дело идет через СМИ, додумывание происходит компетентными людьми, профессионалами своего дела, с какой бы стороны они ни работали. Вот именно это позволяет фейкам максимально укореняться в сознании. И в этом главная проблема. Проблема отсутствия критического мышления. Мы потребляем информацию, критически не оценивая ее, где доля правды, а где доля надстройки информационной, которую кто-то вложил туда. Есть и неокрепшие умы, есть и те, кто, может быть, в силу своих способностей не может проанализировать информацию и отделить зерна от плевел. Вот хотя бы есть несколько советов, может быть, вы дадите, как можно определить, где правда, где ложь, где хотя бы то, чему не стоит верить, потому что сейчас очень много каналов, которые монитор, как известно, не краснеет. Да, вы правы, монитор не краснеет, и экран телефона тоже не краснеет. Медиапотребление в стране, оно бесшовно. У нас один и тот же контент, одни и ту же информацию смотрят и дети 7-8 лет, и взрослое поколение 65-70 лет. Это говорит статистика, исследование. Не отличается ни способ потребления с мобильного устройства, конечно же, сейчас, ни
цензурирование информации внутри себя. Единственный способ – это через образование, через объяснение на примерах, на живых примерах, которые случились вот прямо накануне и живы в памяти. У человека память очень короткая, ситуативная, и когда учитель будет разбирать, условно говоря, на уроках о важном каждый понедельник события прошлой недели и показывая детям, вот это было только правды, а это вот надстройка уже кем-то придумана злым умыслом, тогда ребенок научится изначально критически мыслить к информации, начнет ее фильтровать для себя, и в дальнейшем у него сформируется правильное отношение к медиа, правильное отношение к контенту. Ну, давайте так, мы сказки все любим, но, конечно, в них не верим, потому что это сказки. Откуда оно взялось? Ну, потому что мы понимаем, что не может быть ни царевны лягушки, ни каких-то там коньков-горбунков, а есть действительность, которая вот за окном происходит. Информационное поле, оно действует по другому принципу. Оно берет картинку за окном, в которой мы существуем, и добавляет туда условных коньков-горбунков, только с негативным контекстом, как правило. И ярчайший пример, это, наверное, будут фейки бытовые. Бытовые фейки – это когда мы добровольно сами в них участвуем. К нам приходят различные рассылки, спам-рассылки, люди взламывают аккаунты других, от наших родственников, друзей и близких приходит сообщение: проголосуй за кого-то там на каком-то конкурсе. Люди нажимают ссылку, у них похищают аккаунты, через эти аккаунты похищают персональные данные, через похищенные персональные данные похищают деньги. Ладно бы если ограничиваться только похищенными деньгами, да, проблема, трагедия, но тут банки работают над тем, чтобы эти деньги возвращать. Сейчас как бы в этом плане закон работает на стороне гражданина. Но злой умысел же действует далеко за пределами похищенных денег. Он заставляет людей совершать противоправные действия с очень тяжелыми последствиями для самого человека, для общества. Вот бытовые фейки, они наиболее популярные и идут на самые неокрепшие умы. Они идут на детей и идут на старшее поколение. Посмотрим новости, люди вроде бы статусные, обладающие должностями, компетенциями, идут как зомбированные, отдают свои деньги, участвуют в каких-то противоправных действиях, допустим, были выборы президента. Сколько было людей, которые попались в эту ловушку, которые зазомбировали, они шли на участки с очень нехорошими умыслами. И посмотреть социальный срез этих людей. Целый академик наук. Что, академик наук не может критически мыслить? Конечно, может, но он попался в эту ловушку, поскольку его зацепили через такой бытовой фейк, привело к трагическим событиям. Александр Александрович, еще обсуждали на гражданском форуме, еще одна из секций была, это деятельность Общественной палаты Республики Башкортостан. Вот этот мой вопрос уже вытекает из первого, потому что критическое мышление это сформируется, есть и цепляют и за бытовое тоже, да. А вот, ну, может быть, нужна какая-то платформа, на которой люди смогут прийти и задать свои вопросы? Платформа бесспорно нужна, нужны в первую очередь лидеры мнений, к которым можно обратиться по любому вопросу, интересующему, либо просто узнать позицию человека. Ведь информация интересна не когда она объективна, а когда она субъективна. Даже сейчас мы с вами говорим, у нас информация преломляется через наш субъект. Мы субъективны с вами в оценке происходящих событий. Вот так же и здесь. Лидеры мнений, которые формируются на таких площадках, они несут с собой некую верификацию информации. Человек приходит к нему лично, к этому лидеру мнений, либо прочитал о нем в социальных сетях, либо комментарий в СМИ. И человек формирует мнение другого человека. Вот тут главная заслуга общественных организаций, всего такого, наверное, даже общественного мониторинга и контроля, можно так сказать, и по генерации этих лидеров мнений. А запрос на них регулярно меняется. И вот взять даже сегодняшний день, то лидер мнений 3 года назад и лидер мнений сейчас – это 2 разных человека. Сейчас лидер мнений не может быть разным человеком в медиа и в жизни. Это один и тот же человек, максимально открытый, готов к коммуникациям, к общению, без каких-то иерархических разделений. Ты начальник, я подчиненный, или ты простой человек, а я обладаю какой-то властью. Коммуникация 24/7. Это первое. Второе, лидер мнения своим примером должен показывать, что такое искренность, что такое самоотверженность. Уже не допускается в общественном сознании лидеров мнений, которые бутафорны, которые создают маску для каких-то там, для участия в каких-то передачах, либо для поста в социальных сетях. И лидер мнения сегодня, он не стесняется в своей позиции, в своей оценке, пускай даже она будет жесткая, пускай она будет идти в резонанс общественному мнению, но он ее формирует, и здесь образуется его некая экспертность, почему он становится ценен.
Что бы вы сказали именно о современных молодых людях, которым, что бы вы им порекомендовали? Как им, может быть, стоит выбирать лидера мнения? Родителям, в конце концов, совет. На кого ориентируется их ребенок? Очень просто посмотреть, на кого ориентируется их ребенок. Последите за ребенком, кого он смотрит в интернете. Какие ролики в Ютубе он смотрит, какие видео ВКонтакте он смотрит, что он читает в Телеграме. И вы увидите, кто для него является лидером мнений. Да, есть как бы большой сегмент, это там, культура, творчество, оно всегда было, есть и будет. Всегда были кумиры, примеры для подражаний. Они в зависимости от эпохи меняются. Были там одни течения субкультуры, сейчас они немножко другие. Это нормально. Но в целом, если опять же обратиться к статистике, то 70% подрастающего поколения, детей от 6 до 17 лет, доверяют блогерам, именно лидерам мнений, которые через свою призму рассказывают свое мироощущение. От банальных вещей, что я купил какую-то новый телефон, новую игрушку, новое что-то, какой-то там домой предмет, как они с этим общаются, до как они относятся к каким-то ситуациям, кризисным явлениям в обществе. И хочу сказать, что молодежь, которая сейчас активно входит в жизнь, которая начинает участвовать в публичной, в гражданской жизни, у них мнение критически сформировано. Вот за них, что называется, можно быть спокойным, потому что они прошли уже через такие жернова информационной атаки, которая на них начала с детства валиться. Когда человек там, в 60 лет начинает читать информацию бесконечным потоком, он, исходя из своего жизненного опыта, знания, образования и профиля работы, может ее отсеивать. Ребенок, оказавшийся один на один со смартфоном, стоит признать, что практически никакие детские ограничения на самом деле не работают в интернете, он через себя, через собственный опыт должен и учится этому. Поэтому там, к 17 годам у молодых людей уже сформированное мнение, что есть хорошо, что есть плохо, кто за нас, кто против нас, и что нужно делать, а что делать категорически не нужно. Вот это вот, наверное, такой хороший пас в сторону молодого поколения. Оно не потерянное точно. На самом деле вы успокоили, потому что сейчас гораздо больше говорят о том, что молодое поколение нынешнее потеряно, что это и не патриоты и так далее. Но вы сейчас нам как раз-таки немного, может быть, обнадежили нас, что не все так категорично плохо. Нет, категорично, конечно, неплохо. Посмотрите, какой конкурс, допустим, возьмем студенчество и среднее учебное заведение, какой конкурс среди молодых людей на участие в любых общественных движениях, там, от движения первых до каких-то локальных общественных организаций. Люди туда приходят искренне, они искренне верят, как бы, что страна идет по правильному пути, они патриоты, они любят свою малую родину, любят большую родину. У них не стоит выбор о том, чтобы что-то сменить место жительства, они реализуются там, где реализуются. Для них есть все условия, все возможности. Статистика, опять же, говорит, у нас каждый год оканчивают 11 класс 650 тысяч человек всего в стране. Из них 420 тысяч человек поступают на бюджетные места. Есть 420 тысяч бюджетных мест в стране. Такого никогда не было. Конкурс 1,2 человека на место. Да. Понятно, что часть этих специальностей технически сложные, и многие уйдут после первой сессии, но это уж, как говорится, не учился, так вот и иди работай, не хочешь ли учиться. То же самое среди средних учебных заведений. Такая же история. Из всех, кто поступил в среднее учебное заведение, половина идут дальше учиться в вузы. Система работает по образованию. Система воспитания, вот тут как бы надо искать, наверное, те рычаги, которые могут сформировать до конца правильное восприятие мира и особенно работа с начальной школой, с учителями. Александр Александрович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, поделились своими идеями, своими мыслями. Я надеюсь, что они были полезны для наших телезрителей, которые все-таки будут отличать, наверное, и правду от лжи. Да. В эти дни это очень важно. Да, действительно. Спасибо огромное. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.